Пока никого нет еще. Hello. Вот. Присоединилась. Здравствуйте. Добрый день. Мы сейчас скоро начнем. Сейчас ждем, кто еще присоединится. Для начала хотел поблагодарить всех нас, всех вас и Чингиз Рахманов. Он является консультантом и экспертом по таможенным процедурам. Да? А меня Данияр Андакулов зовут. Работаю в проекте USAID Агросода, именно по экспорту, по торговле. Сейчас мы сегодняшнюю сессию организовали, потому что у многих предпринимателей были вопросы, как экспортировать сельхозпродукцию в Узбекистан, какие документы. Поэтому мы уже, да, Чингиз уже 2 раза и в Баткене, и в Джалабаде, и онлайн, и офлайн тренинги проводил. К сожалению, там уақыт аз болғандықтан люди не успели задать свои вопросы. Сегодня мы, исходя из таких вопросов, мы сегодня бүгінгі күнімен ұйыштырдық онлайн встречу с вами. По таможенным вопросам, процедуры, вы можете оставить свои комментарии. Мы по возможности, да, будем здесь же читать и сразу же отвечать здесь же. А так, қысқаша, хотел еще Агросода, проект USAID. Біз былтыр 2020 жылы баштадық, жай айында. Проект USAID Агросода направлен на увеличение рабочих мест и доходов в Кыргызстане за счет повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий и расширения торговли с Узбекистаном. Вот. Можете WhatsApp номер оставить. Мы можем WhatsApp номер оставить. У нас так Салим Эльхан, да? Салим Эльхан. У нас тут, получается, вопросы сегодня мы ожидаем по таможню, да, в целом. Я представитель проекта. Если у вас вопросы касательно проекту, вы можете свои вопросы оставить или же написать нам. Мы потом с вами свяжемся. Да, мы потом видео тоже опубликуем. А вот сегодня Чингиз Рахманов попробует ответить на все ваши вопросы по таможенным процедурам. Да. Добрый день, уважаемые участники. Спасибо, что слушаете, что изъявили такое желание участвовать в онлайн-конференции. Вопрос-ответ, скажем. Благодарю проект USAID Агросода, Данияра, в лице Данияра и остальных сотрудников проекта Агросода USAID. Я думаю, мы провели очень такую плодотворную работу в этом направлении. Максимально постарались дать информацию по особенностям экспорта продукции, сельхозпродукции из Кыргызстана в Республику Узбекистан. Провели, как ранее сказал Данияр, тренинги Баткенской области для предпринимателей и производителей Баткенской области. Также недавно провели мероприятие, тренинг для предпринимателей Ошской и Джалабадских областей. Я думаю, много осталось вопросов, незаданных с вашей стороны. Я думаю, сегодня мы постараемся ответить на все ваши вопросы касаемо экспорта сельхозпродукции, именно в части вопросов, касаемых таможенных процедур. Как правильно экспортировать, какие документы вам нужны для экспорта и так далее, и так далее.
Мы сейчас еще ждем слушателей в прямом эфире. К нам поступили уже вопросы в электронном формате. По поводу то, что Салим Эльхан сказал по номеру WhatsApp, я думаю, лучше будет, если вы напишите вот на страничку USAID Агротрейд касаемо каких-либо ваших вопросов по деятельности в сфере экспорта. И уже обсудим совместно. Если уже нужна будет какая-либо личная консультация, мы можем это отдельно обговорить. И, я думаю, подскажу по всем параметрам, по всем особенностям, всех касаемо моментов экспорта. Как подметила сейчас World, еще 2 минуты есть до начала, да, действительно 2 минуты. Также вы можете вопросы задавать в прямом эфире. Так, Санарип 2020, да, здравствуйте. Эфир будет сохранен, и вы можете просмотреть, какие моменты будут обсуждаться в этой трансляции. Мы же опубликуем, да? Потом мы сейчас все сохраним и опубликуем. Если вопросы будут вне этой тематики, то мы оставим также контакты наших специалистов. Да, если вот именно до этого в электронном формате поступали вопросы, некоторые касаемо грантов и так далее, все эти вопросы будут рассматривать уже, если это входит в компетенцию этого проекта, да, Агросода. Вы можете оставить касаемо вопросы этого проекта на личной страничке, да? Да. В качестве личного сообщения отправить в директ и так далее. Саламатсыздар вы, так, Алтынай фермерликке кантип грант алсак болот. Ушундай суроолорду сиздер личный сообщение катары проекттин өзүнө кайрылсаңыздар болот. Биз бүгүн бул прямой эфирде именно экспортты кандай туура кылыш керек, кандай документтер керек, сиздин продукцияңызды кандай чыгарсак болот, Өзбекстандын рыногуна ошол маселелерди карайбыз. Сурооңузга рахмат. Анда сен убакыт болуп калды. Буюрса азыр, Данияр, с вашего разрешения начнем сначала с вот заранее заданных вопросов, да, я думаю, и будем отвечать. Так, биринчи суроо: сүт азыктары иштеткендер катышса болобу, мал байлап сатуу. Бул жөнүндө биз сүт азыктары боюнча мына Алайко Органикс деген партнеры вот Агросода USAID-тен Жети Батыр, анан сиздер мына жаңы кошулуп аткан предпринимательдер, производительдер. Дагы бир жолу айтып кетейин, Өзбекстандын рыногуна чыгарыш үчүн сүт азыктарын сиздерге разрешительный документ, в первую очередь ветеринарное разрешение. Разрешение эмес, ветеринарное свидетельство алыш керек. То есть вы должны обратиться в Государственную инспекцию по ветеринарной и санитарной безопасности. Биринчи областной ошол каерде болбосоңуз, Ош, Жалабад, Баткен, Бишкек, Талас, Нарын и так далее. Кайсы региондо болбосоңуздар дагы сиздер управлениеге барып, түз управлениеден бүт керектүү документтер, бул заявление, бүт товаросопроводительный документтер, то есть силердин счет фактураңар, товаротранспортный накладной, анан заявление менен кайрыласыздар Государственная инспекция по ветеринарной безопасностиге. Ал жактан ветеринарный свидетельство алынат сүт азыктарына. Ветеринарный свидетельствону алгандан кийин сиздер сөзсүз Өзбекстанга экспорт кылат турган болсоңуздар, сертификат происхождения алыш керексиздер. Сертификат происхожденияны торгово-промышленный палата берет Кыргызстанда. Аны алыш үчүн заявление бериш керексиздер, бүт товаросопроводительный документ. Если сиз биякта сүт азыктары жөнүндө айтып атасыз, ветеринарный свидетельствоңуздар керек. Анан бүт заявление, свидетельство о регистрации вашей организации. Ошонун негизинде сертификат происхождения аласыздар. Сертификат происхождения алганыңыздардан кийин сүт азыктары бул уже считается как готовая продукция. Готовая продукцияга уже декларация о соответствии алыш керексиздер. То есть то, что действительно ваша продукция соответствует всем требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. Өзбекстанда буну сөзсүз түрдө сурайт, декларация о соответствии, сертификат происхождения товаров
и ветеринарное свидетельство. Дагы кошумча айтып кетейин, вет свидетельство алыштын алдында сиздин клиентиңиз, Өзбекстан аймагында жүргөн клиентиңиз сизге на ввоз вашей подконтрольной продукции, то есть вашей молочной продукции, разрешение на ввоз алыш керек. Ошонун негизинде сизге вет свидетельство берилет. Форма 1, 2, 3 болот. Форма 1 это живые животные, мал жөнүндө айтып кеттиңиз. Форма 2 это как раз таки продукция животного происхождения, то есть ваши готовые изделия, молочная продукция. И форма 3 это сырье, шкура, корма, ошолорду кормдорду чыгарсаңыздар, ошондой вет свидетельствонун формалары кетет. Анан вет свидетельство пункт пропускада Кызылкиядан чыгабы, Достуктан чыгабы, Өзбекстанга карай чыккан посттон пункт пропускадан, ал жактан должностным лицом ветеринарного контроля ветеринарный сертификат жазылат сиздерге. Ошонун негизинде Өзбекстанга чыгарып эме кыласыздар. Таможняга керектүү документтер булар: инвойс, то есть счет фактура, контракт, сизде сөзсүз контракт болуш керек с получателем, с клиентом ваших товаров, товаротранспортная накладная и уже оплата. Оплата биякта сизде Кыргызстандын ичинде есть вывозные таможенные пошлины и таможенные сборы. Части касаемо ваших товаров, вывозных пошлин нету. Вы будете оплачивать сбор в размере 0,25% от стоимости. То есть $1000 болсо, к примеру, стоимость товаров, да, ваших составляет. Ошонун ичинен 0,25% канча $2,5 болуп калат да, эми 150-200 сом официалдык түрдө төлөнүп, сиздин продукцияңыз чыгарылат. Сурооңузга рахмат. Дагы бияктан суроо келиптир. Балды Өзбекстанга кантип экспорттосок болот? Бул жакта дагы сүт азыктарда эле эме кетет. Бул деле продукция животного происхождения, то есть продукт пчел. При экспорте меда то же самое. Для начала, для экспорта меда в Республику Узбекистан, для начала вам нужно обратиться в Государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Областной ветеринарный инспекцияга барып, керектүү документтер бул заявление сиздердин атыңыздардан, товаротранспортная накладная, счет фактура, контрактыңыз, договор узбекской сторонами и разрешение на ввоз подконтрольных товаров с Республики Узбекистан. То есть сиздердин клиентиңиздер кайра эле барып ветеринарный инспекцияга кайрылып Өзбекстанда разрешение алат. Балга, сүт азыктарга Өзбекстан тараптан сиздин клиентиңиз бир айга чейин срокта, в течение до 30 дней должны оповестить и получить разрешение. Ал разрешение, ветеринарное разрешение, Өзбекстанда 3 күн ичи каралып туруп, автоматизированный система менен сиздин клиентиңизге анан кайсы пункт пропускадан кире турган болсо, ошол жакка разрешение берилет. В случае выдачи разрешения, в случае отказа, также в течение 3 дней вас оповещает о том, что эта продукция не соответствует там нормативным требованиям Узбекистана и так далее, так далее. Бывает очень много причин для отказа. То мы рассмотрим именно случай, когда вам дают разрешение. На основании этого разрешения вы получаете ветсвидетельство. Также форма 2 берилет государственной ветеринарной инспекциядан. Форма 2 это касаемо, еще раз повторюсь, товаров животного происхождения. Сиздер ошон негизинде ветсвидетельствону алып, уже беспрепятственно дальше продолжаете свою деятельность. То есть для дальнейшей постко чейинки процедураларды айтып кетейин, именно касаемо меда. Для меда обращайтесь в Госветинспекцию, получайте ветсвидетельство на основании заявления, товаротранспортных накладных, счет фактуры, контракта вашего. И затем вам нужно на продукцию обязательно взять сертификат происхождения товаров. Ал эмне үчүн керек? Сертификат происхождения товаров бул соглашение, келишим түзүлгөн 94-жылы Содружество независимых государств, соглашение 1994 года. Также касается это стран Грузии и Украины. Ал сертификат происхождения негизинде сиздер Өзбекстанда пошлинадан освобождение аласыздар.
То есть, если ваша продукция произведена или добыта на территории Кыргызской республики, на основании этого соглашения вы освобождаетесь от уплаты таможенной пошлины в республике импортера. То есть, мы рассматриваем Узбекистан в этом плане. Өзбекстанда төлөмдөр 15% НДС төлөнөт. Бизге кирип жатканда Өзбекстандан же Тажикстандан продукция кире турган болсо, bizde 12% НДС төлөнөт и таможенный сбор төлөнөт. Экспорт учурунда сиздердин только сбор төлөнөт, Өзбекстан тараптан НДС төлөнөт. То есть для меда, запомните, получили ВЭТ-свидетельство, получили сертификат происхождения, получаете декларацию о соответствии вашего товара, ошон негизинде уже таможенный органга барасыздар. Таможенный органдын барардын алдында управлениеге барып, таможнянын контрольный папка деген накопительный папка болот. Сиздер биринчи ошол документти тактап управлениеге кайрылышыңыздар керек. Ал документтер, кайсы документтер? Заявление о том, что вы хотите экспортировать какую-либо продукцию, устав организации, свидетельство о регистрации вашей организации и справка с налоговой об отсутствии задолженности. Ошону отдел учета платежей и статистики деген бар таможенный органда. Ошол отделге заявление менен ошол документтерди калтырасыздар. Ошонун негизинде силерге лицевой счет ачылат. Таможняда то, что вы можете вести деятельность, экспортировать или импортировать какие-либо товары. Адан кийин пошаговый действияны айтып кетейин. Экинчи действиеңиздер сиздер ошол эле перечень документов, это заявление, контракт, справка об отсутствии задолженности, устав организации должны сдать, скорочевательге тигилет, должны сдать в отдел таможенного контроля в таможенном органе и плюс вместо таможенного оформления, там, где вы будете непосредственно производить таможенное оформление товаров при экспорте из Кыргызстана. Адан кийин сиздер вместо таможенного оформления барып, бүт документтер оригинал менен, сертификат происхождениеңиз, ветеринарное свидетельство, декларация о соответствии, счет-фактура, товаротранспортная накладная или СМР деп международный товаротранспортный накладной айтып коет. Ошонун негизинде сиздер таможняга бересиздер ошол кагаздарыңыздарды, в оригинале документтериңиздерди. Таможенный орган текшерип, туурабы, туура эмес толтурулганбы, бүт керектүү документтериңиздерди карап, анан сиз декларантка кайрыласыз, таможенный представительге. То есть от имени вас может все действия совершать таможенный представитель. Таможенный представитель сизге идентификатор пакета чыгарып берет, то есть электронную версию вашей таможенной декларации. Декларацияны түзүп бергенден кийин, төлөмдөрүн эсептеп бергенден кийин, сиздер кайра таможнянын ошо место таможня оформления, бул бир жерде айтып коеюн, бир жерлерге барып ойлобоңуздар. Ошол бир жерде документти даярдаңыз, электрондуу декларация даярдап, төлөмдөрдү даярдагандан кийин таможняга алып келесиздер. Таможня төлөмдөрүңүздөрдү текшерип, туура начисление болсо, товарлардын коду туура болсо, документтер бүт так болсо, сиз РСК банкка барып, квитанцияны төлөш керексиздер. При экспорте да кайталап кетейин, бул 0,25% от таможенной стоимости товаров. То есть, дагы бир жолу кайталайын, $1000 болсо товарыңыздар, ошону $2,5 сбор катары төлөйсүздөр. Ошол, анан касаемо меда, это ветсвидетельство, которое будет также оформляться пункт пропускада Кызылкия автодорожный же доступта оформление кыласыздарбы. Ошонун негизинде сиздерге вет сертификат берилет, это международный документ. Ошонун негизинде Өзбекстанга беспрепятственно сиздердин подконтрольный товарыңар экспорт болуп, проблема эч кандай жабылбайт. Бул жерде Чыңгыз мырза, бул жерде да бир суроо болду. Кайсы сельхоз продукциялар Өзбекстан тарабынан суроо талап болот депчи. Азыркы күндө биздин байкашыбызга караганда, азыркы күндө Кыргызстандан Өзбекстанга бул биринчи эле очередте картошка өтө чоң суроо талап болот. Анан эт, анан бал. Ушул үч продукция өтө муктаждыкта болгонун билдиришти. Ошол сурооңузга анан дагы бир суроо берип атат.
проект тууралуу да суроо берип атасыздар, урматтуу угуучулар. Проект боюнча сурооңуздарды калтырып койсоңуз болот. Биз проекттин сотрудниктери эфир бүткөндөн кийин аларды окуп чыгып, керектүү кишилерге дайындайбыз. Анан образовательный центр деп атасыздар. Дагы бир жолу бул жерде башында кийин кошулгандарга да айтып кетсек, проект Агра Сода бул жерде проекттин алкагындагы жумуштар бул Кыргызстан жана Өзбекстан тараптагы соода саттыкты, именно айыл чарба соода саттыгын өнүктүрүү багытында иштеп өздөрүнүн жумушун алып барып атат. Ошого айыл чарбага тиешелүү, экспортко тиешелүү, анан проекттин иштеген зонасы бул Ош, Жалал Абад жана Баткен. Ушул жактарга тиешелүү болсо сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ранняя или поздняя картошка? Поздняя. Кеч неме болгон картошкага спрос талап азыркы күндө да көбөйтөт. Дагы айтып кетчү нерсе, 31 декабрга чейин Өзбекстан картофелге, этке НДСти алып койгон. Ошого чейин булар көбүрөөк алып кирет да, суроо талап да ошого чейин көп болуп атат. Анан мына сиздин сурооңуз боюнча какая сельхозпродукция интересует в Республике Узбекистан? Спасибо за вопрос. Вот как Даниэль ранее отметил, действительно это картофель из Кыргызстана. Потом пользуются спросом товары наши крупнорогатый скот, мелкорогатый скот, живые животные, то есть тоже в большом объеме экспортируются в Республику Узбекистан. Хорошо было бы именно вот то, что молочную продукцию тоже продвигать в Республику Узбекистан, потому что наша молочная продукция конкурентоспособная, она может заменить многие импортные товары, как на нашем рынке, так же и на рынке Республики Узбекистан. Я думаю, это реализовать, думаю, вполне реально, и надо конкретно сейчас заниматься раскачкой. Именно экспортом. Бүт потенциалын болгон. Производство только внутренний рынок емес. Внутренний рынок именно 5-6 миллион населения. Да? Узбекистан это население 30 миллионов. Это 5 если чон население. И действительно потребность в любой продукции есть в Узбекистане. То, что производится на нашей территории, то, что выпускается. И действительно сейчас такая тенденция идет. Именно экопродукты славятся во всем мире. В любом государстве мира, так скажем. А у нас действительно по всем параметрам, по всем требованиям наша продукция подходит именно как экологически чистый продукт. Именно вот касаемо меда тоже айтып кетейин, но очень много случаев бывает. Узбекистаннан пчеловоды завозят пчел к нам, временный ввоз деген процедура бар, и алар киргизип туруп биздин эмеге чыгарат. На наш биздин жайлоолорго алып барып, пасекасын ошол жерден добыча кылдырып, а потом мед уже эти люди из соседней республики потом уже официально экспортируют из нашей страны. Такая тенденция есть. А у нас очень много пасечников, очень много ассоциаций касаемо меда, очень большие предприятия. Вот, благодаря проектам USAID очень много есть партнеров, именно производителей молочной продукции. Вот, именно касаемо Волжской области, такие компании, как вот Jetty Butter, Алайку Organics, действительно экологически чистые продукты, которые мы и сами употребляем. Так что, я думаю, надо поддерживать эту сферу и максимально стараться экспортировать. У многих, многие задаются вопросом, как искать клиента. Это вам нужно самим, как производителям, побольше участвовать в различных тренингах. Тренинги – это очень хорошая площадка для знакомств, как с потенциальными продавцами, так и с потенциальными покупателями. Выезжать, участвовать в различных выездах вот, в рамках этого проекта, в рамках еще каких-либо проектов касаемо развития пищевой промышленности. Чыгып ошол жерде выставкаларга катышып, өзүңүздөрдүн бүт продукцияңыздарды көрсөтүп, я думаю, тоже ваша продукция найдет место на рынке Республики Узбекистан. Да? И я вам желаю успехов в этом направлении.
Анан кечиресиздер, вопрос тоже в электронный форматта. Вот клубника өстүрүү үчүн грантты кантип алсам болот деген суроо бар экен. Рахмат сиздин сурооңуздарга. Бул касаемо грантов, получения каких-либо инвестиций в ваш проект и так далее, это уже непосредственно вопросы к самому проекту. Сегодня мы, еще раз повторюсь, говорим об особенностях экспорта той или иной продукции. Как я смогу экспортировать яблоки? Какие нужны документы? На каком рынке я смогу торговать оптом? Нынешние цены на яблоки из Кыргызстана сортов превосходные, золотой ранет, Red Chief. Экспортировать вы можете, так, сразу отвечу, яблоки – это продукция подконтрольная фитосанитарной инспекции. То есть, если мы ранее говорили о молочной готовой продукции, продукции животного происхождения, то яблоки, овощи и сухофрукты – это под контролем фитосанитарной инспекции. В этом случае вам нужно обратиться для начала в госинспекцию по фитосанитарной безопасности. Вы обращаетесь с заявлением, если это ваша организация ОСО, если это просто физическое лицо, заявление также и копия паспорта. В случае, если это организация, заявление, копия свидетельства о регистрации либо перерегистрации в Минюсте. Затем вы предоставляете контракт с вашим покупателем и нужно вам получить ИКР, да, импортно-карантинное разрешение. Этим вопросом, конечно, занимается импортер товара, то есть ваш клиент, покупатель с узбекистанской стороны. Он в течение 3 дней может обратиться в узглав госкарантин, это в Узбекистане организация, выдающая разрешение на ввоз подконтрольных товаров, то есть растительного происхождения, именно конкретно яблок. Для яблок вам нужно будет обратиться в фитосанитарную инспекцию, предоставить заявку, свидетельство о регистрации и импортно-карантинное разрешение. Ваш импортер как получит разрешение на ввоз вашей продукции в Республику Узбекистан, в электронном или бумажном формате вам нужно переправить, чтобы вы приложили это полностью в пакет документов, который предоставляете для получения фитосанитарного сертификата. Это обязательный документ, да? У них есть свои требования. Проводят досмотр, составляют акт экспертизы, а затем выдают вам фитосанитарный сертификат. На основании фитосанитарного сертификата далее ваши шаги. Обязательно при экспорте в Республику Узбекистан вы должны получить сертификат происхождения товаров. Уполномоченный орган по выдаче сертификатов происхождения товаров – это как раз таки Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики. Сертификат происхождения согласно соглашению от 1994 года стран СНГ и Грузии и Беларуси, Грузии и Украины, вы освобождаетесь от уплаты таможенной пошлины в Республике Узбекистан. При экспорте касаемо яблок вы оплачиваете 0,25% сбора от стоимости ваших товаров. Еще раз повторюсь, если это товар $1000, скажем, стоит ваш общий объем, вы оплачиваете около $2,5 таможенных сборов. Далее, после получения сертификата о происхождении товаров, вы должны обратиться в Центр метрологии и стандартизации для получения декларации о соответствии товаров, то есть то, что ваша продукция соответствует всем требованиям технических регламентов Таможенного союза. Этот документ является добровольным, то есть есть сертификат соответствия, есть декларация о соответствии. Декларация о соответствии, полностью все сведения указаны в декларации, и за качество продукции отвечает сам продавец, то лицо, которое декларирует эти товары. А в случае получения сертификата соответствия, это при импорте касаемо качества информации добавлю, за все требования касаемо продукции отвечает непосредственно орган сертификации. Также для получения сертификата о декларации о соответствии вам потребуется заявление, обратиться в заявление в Центр метрологии и стандартизации Кыргызской Республики. Заявление, прилагайте товаросопроводительные документы, то есть счета, фактуры, товаротранспортные накладные, контракт ваш с покупателем.
На основании этого идет отбор проб и образцов, составляется протокол испытаний, после того, как отправляются ваши образцы товаров в испытательную лабораторию. После получения протокола испытаний вы вместе с декларацией соответствия у вас уже будет документ, да? То есть ваши документы при экспорте яблок — это фитосанитарный сертификат для экспорта, сертификат происхождения товаров и декларация о соответствии. Далее вы также обращаетесь в таможенный орган, подаете документы для накопительной папки, это свидетельство о регистрации ваших товаров, вашей организации. Далее копию вашего документа, удостоверяющего личность, то есть паспорт заявителя и так далее. Если вы не сами будете обращаться, если ваш какой-либо сотрудник, то доверенность обязательно. И после этого вам в учете отдела платежей и статистики открывает в таможенных органах лицевой счет. На основании лицевого счета вы уже являетесь полноправным членом, который может в качестве участника внешнеэкономической деятельности проводить свою деятельность в сфере таможенного дела. Далее вы должны сдать документы для контрольной папки. Для контрольной папки в отдел таможенного контроля таможенных органов в регионе деятельности, где вы будете заниматься, это в Ваше, в Джалабаде, в Бишкеке и так далее, вы должны сдать тоже перечень документов. Это свидетельство о регистрации ОСО или ИП, устав организации, копию устава, контракт и доверенность. Эти же документы вы должны дать в месте таможенного оформления, то есть в терминале, там, где непосредственно вы будете оформлять эти товары. Накопительная папка будет всегда лежать там, какие-либо документы, касающиеся вашей организации, всегда будут под рукой у таможенных органов, и вы тоже можете в любое время обратиться и взять какие-либо документы, да, копии документов и так далее. Также обязательно в отдел таможенного контроля и в отдел учета таможенных платежей сдать справку об отсутствии задолженности вашего ИП или вашего ОСО. Далее вы составляете декларацию с помощью таможенного представителя, как раньше наши экспортеры, вот есть здесь, наверное, потенциальные, действующие. Экспортеры обращаются к таможенному представителю, раньше они назывались таможенные брокеры, это посредники, лица, которые занимаются деятельностью от имени или по поручению вашего. Да? Они готовят идентификатор пакета, то есть рассчитывают платежи и так далее, и так далее. Вы получаете идентификатор пакета, обращаетесь в таможенный орган, то есть в терминале, где вы непосредственно оформляете товары, вы согласуетесь с таможней, все документы, то, что ваши по всем требованиям подходит, и идете оплачивать, в вашем случае касаемо яблок, это таможенные сборы в размере 0,25%. Оплачиваете в РСК банк, затем в таможенном органе в терминале старший инспектор по оформлению назначает таможенный досмотр или осмотр товаров, смотря от вида вашей продукции. Проводится таможенный контроль в терминале, полностью досматривают ваши товары и так далее, и накладывают средства таможенной идентификации, это запорово-пломбировочное устройство, то есть накладывают пломбу, да? После этого ваше автотранспортное средство с товаром после получения декларации от таможенного органа направляется в пункт пропуска. В пункте пропуска по прибытию водитель переходит границу, первичный пограничный контроль. Потом, касаемо яблок, на основании фитосанитарного сертификата вы обращаетесь к должностному лицу фитосанитарной безопасности на пункте пропуска. Он регистрирует ваш фитосанитарный сертификат и ставит печать о том, что выпуск разрешен, то, что вывоз разрешен на ваш сертификат, фитосанитарный сертификат. Далее, после прохождения всех контролирующих органов на пункте пропуска, вы обращаетесь в таможенный орган, который находится на пункте пропуска, который непосредственно полностью регистрирует ваши документы о прохождении вашего груза, о фактическом вывозе ваших товаров. Принимается решение должностным лицом или о визуальном осмотре. Если есть какие-либо подозрения, на пункте пропуска тоже таможенные органы имеют право открыть вашу
пломбу, сорвать вашу пломбу и проверить товары в соответствии с вашими товаросопроводительными документами. После этого уже ваш товар спокойно пересекает границу и попадает в Республику Узбекистан. Да? В Республике Узбекистан тоже процедуры, я вам скажу, именно в сфере таможенного дела, в сфере таможенных процедур, таможенный орган на основании предварительного информирования, то есть ваш импортер должен предварительно информировать таможенный орган Узбекистана о том, что из Кыргызстана экспортер отправляет в адрес вашего покупателя то или иной товар. На основании этой информации выдается универсальный код. На основании этого кода ваш водитель с вашим автотранспортным средством и товарами пересекает границу. На пункте пропуска таможенного органа проводит таможенный контроль в форме таможенного досмотра, либо таможенного осмотра. Затем контролирующие органы, фитосанитарная инспекция Республики Узбекистан регистрирует ваш фитосанитарный сертификат. Далее направляется ваше транспортное средство в терминал таможенных органов Республики Узбекистан. В терминале, так же как и при экспорте у нас в Кыргызстане, такие же процедуры проводятся уже в Узбекистане, то есть касаемо импорта товаров. Все разрешительные документы у вас уже имеются, на основании их вы оплачиваете НДС в размере 15%. И далее также получаете декларацию на товары в Республике Узбекистан, и ваш клиент может свободно распоряжаться и пользоваться этими товарами на территории Республики Узбекистан. Я думаю, подробно, пошагово объяснил касаемо яблок. Так, бияқта суроо бар экен тоже. Айылда жашайбыз. Кооператив түзүлгөн жеке ишкербиз. Биз айылда жашылча жемиштерди өстүрөбүз. Аларды консервациялап сатабыз. Бизге да жардам сунуңуздар болобу деп бияқта жардам сурап атыптыр. Тоже айыл бияқта тоже растительный происхождение жашылча жемиштерди консервация. Сиз консервация кылган продукцияңыз, айтып кетейин, бул уже как готовая продукция, это уже не подконтрольная фитосанитарная безопасность. Сиздер баягы мен айтып кеткен порядок боюнча уже только декларация соответствия аласыздар өзүңүздүн продукцияңызга. Сертификат происхождения аласыз и далее бүт таможенный процедураларды өтүп спокойно экспорттоп коебуз, да, проблемасы жок. Так, следующий вопрос. Каким образом вывозить товары, через кого? Надо заключить договор с покупателями, и, следовательно, как их найти? Сиздерге да бир жолу айтып коеюн, здесь касаемо клиентов, как их найти. Клиентов вам надо искать уже непосредственно на территории Республики Узбекистан, выезжать, участвовать на каких-либо выставках. Очень много в рамках проекта Агросода USAID, очень много встреч проводит различного рода мероприятия по какие-либо ярмарки в Республике Узбекистан, выставки и так далее. Сиздер ошол жактан продукцияларыңыздарды көрсөтүп, ошол жерде заинтересованный лица клиент болуп сиздерге эме болуп калат. Договор, контракт обязательно, надо заключить контракт с покупателем. На основании контракта все ваши действия по осуществлению внешнеэкономической деятельности, то есть покупка, продажа и так далее на основании контракта. Все действия таможенной процедуры, это тоже обязательный документ. На основании вашего контракта все это должно осуществляться. Далее, шиповник мөмөсү Узбекистанга канчадан сатса болот? Алуучулар менен келишим түзүп алсак болобу? Көптөгөн тонна бар эле. Рахмат сурооңузга. Шиповник мөмөсүн сөзсүз сатсаңыз болот Өзбекстанда. Алуучулар менен келишим түзүп алсак болобу деген бул маселе кайра эле бул сиз менен сиздин клиентиңиздердин. Кайра эле кайталып кетейин, сиздер көп ушундай мероприятиялерге катышыңыздар керек. Ошол мероприятие аркылуу сиздер өзүңүздөргө потенциальный клиент тапсаңыздар болот. Именно ушундай мероприятиялерде такая площадка, да, где вы можете знакомиться и продавать свой продукт и, соответственно, экспортировать, да? Так, мен баг эгип, багбанчылык кылайын дедим эле, жардам бересиздерби? Мини цех ачуу картошка боюнча. Бул сурооңуздар боюнча ушул проекттин
Агросода USAID проектке кайрылсаңыздар болот. Біз бүгін қайра қайталып кетейін. Именно экспортта қандай документтер керек, ошол маселелерди бүгін карап отурабыз. Ошол тармакта суроолоруңуздар болсо, ошого жооп бергенге аракет кылам. Кантип өзүмдүн когда и как, через кого можно попасть на рынок Узбекистана? Очень много вот вопросов, да, касаемо, как попасть на рынок Узбекистана. Опять же, повторюсь, это вам надо участвовать на различных мероприятиях, выходить на рынок Узбекистана, это вам только путем участия в тренингах различного рода, каких-либо площадках совместных мероприятий между Республикой Узбекистан и Кыргызстаном. Сейчас очень много проводится встреч в формате покупатель-продавец и так далее. На различных площадках, как онлайн, так и офлайн. Вы можете почаще участвовать на таких мероприятиях и искать себе потенциальных клиентов. Если ваша продукция действительно, к примеру, я вам скажу, очень много компаний было, которые выезжали вот так, там 5 тонна картошка алып чыгам мен Өзбекстанда көрсөтөм деп, 5 тонна картошкасын көрсөтөт да, Өзбекстанда жагып, действительно биздин экологически чистый продукт да, бизде картофель именно. Ошолорду карап эле барды калтырыла, давай биз контракт түзөлү деп. Очень много случаев, и по сей день такие люди сейчас работают и экспортируют продукцию. Так, здравствуйте, зовут меня Улан, живу в Джалабадской области, в Аксысском районе, в городе Кирбен. Наш город знаменит особым сортом черной сливы, то есть чернослив, да? Занимаюсь сушкой черной сливы, отлично. На нашем диалекте это кайналы. Как вы знаете, продукт богат всевозможными полезными свойствами. Так вот, есть ли спрос на данный продукт в Узбекистане? Интересен ли сам продукт или саженцы? Я так скажу, согласно статистике, то, что мы видим, анализируем рынок, сухофрукты, именно вот касаемо чернослива, может быть спрос в Узбекистане, действительно, потому что чернослива очень, на мой взгляд, там небольшой объем на внутреннем рынке Узбекистана. Касаемо именно чернослива, я думаю, это потенциальный там из видов сухофруктов, да, касаемо для экспорта. И также, опять же, вам нужно найти клиента. Клиента, я сказал, каким образом, на мой взгляд, найти. А касаемо именно моментов по экспорту, особенностей, то чернослив это тоже товар, подходящий именно подконтрольной именно ветеринарно-фитосанитарной безопасности. То есть для экспорта чернослива вам в первую очередь нужно получить фитосанитарный сертификат. После получения фитосанитарного сертификата вы можете спокойно дальше оформить товар, оплатить нужные платежи и экспортировать товары. Да? Так. Объясните, пожалуйста, порядок получения импорта карантинного разрешения детально. Детально это ваш импортер. Вам, экспортеру, это не обязательно такая информация, я вам скажу, если вы являетесь производителем и экспортером, вся ответственность по получению импорта карантинного разрешения в Республику Узбекистан лежит на вашем покупателе. То есть он обращается с заявлением и с товаросопроводительными документами. То есть он дает знать какую-либо информацию о том, что таким транспортным средством из Республики Кыргызстан, из такого-то региона отправляется такой-то продукт, да, касаемо, вот, например, даже возьмем чернослива. На основании этого заявления и товаросопроводительных документов он обращается в Государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности в Республике Узбекистан. То есть там уполномоченным органом в Республике Узбекистан является Узглавгоскарантин. Эта инспекция компетентна выдавать импортно-карантинное разрешение. Импортно-карантинное разрешение рассматривается в течение 3 дней, либо о выдаче, либо об отказе. Так же, как и с нашей стороны, для получения фитосанитарного сертификата срок 3 дня. Нас в течение 3 дней Узглавгоскарантин дает или разрешение, или отказывает в его выдаче. Если в случае выдачи этого разрешения ваш импортер товаров должен передать вам бумажную копию или же в электронном формате, чтобы вы приложили
это разрешение для получения фитосанитарного сертификата в Государственной инспекции по фитосанитарной безопасности. Так, как экспортировать в Узбекистан? Здесь что экспортировать? Касаемо пищевой промышленности, я сказал, если это подконтрольная ветеринарная продукция, то есть молочная продукция, мясо, живые животные и так далее, в первую очередь вы должны обратиться в Государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности для получения ветсвидетельства или же для получения, если у вас продукция растительного происхождения, для получения фитосанитарного сертификата. После, на основании этих документов, вы уже получаете сертификат происхождения товаров и декларацию о соответствии товаров. Далее вы уже обращаетесь непосредственно в таможенный орган. Так, менде экспортта чыгарууга товар бар. Жаңгак ал үчүн менде кандай документтер болушу керек? Рахмат сурооңуздарга. Грецкие орехи, да, действительно у нас страна богата грецкими орехами. Большой экспорт орехов, в качестве информации, я вам скажу, идет в Турцию из нашей республики. Из республики Кыргызстан в республику Узбекистан мало объемов на сегодняшний день. Может быть, какие-то разовые какие-то сделки именно касаемо экспорта орехов, да? Но это так же, как и орехи, чернослив, вы можете спокойно выйти на рынок Узбекистана. Действительно, на рынке Узбекистана наша продукция пользуется спросом. Но для начала вам нужно действительно найти потенциального покупателя. Еще раз повторюсь, да, в качестве информации касаемо экспорта. Если ваша продукция растительная, то есть у вас свежие фрукты, овощи, сухофрукты, в первую очередь вы обращаетесь в Государственную инспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. То есть вы идете в управление областное, то есть если в городе Волжское областное, в Джалабадское областное или в Бишкеке, вы обращаетесь в управление с заявлением и с товаротранспортными документами, да, товаросопроводителями. Вам обязательно для получения фитосанитарного сертификата дополнительный документ – это справка о приобретении. То есть вы, может быть, не производитель продукции, например, вы экспортер из Ожской области, вы покупаете продукцию в Джалабаде, к примеру. И вы непосредственно должны взять в этом сельском округе, кайсы айлык мүттөн алсаңыздар, ошодон справка алып, действительно ушундай продукцияны в таком объеме, ушунча баага мындай продукция алдык деп. Ошонун негизинде сиздер фитосанитарный сертификат аласыздар. Фитосанитарный сертификат алыш үчүн инспекция по фитосанитарному контролю 3 күн карайт сиздин заявлениеңизди. Досмотр жасашат с выездом, там, где ваши товары располагаются. Отбор проб и образцов кылат, аккредитованный лабораторияга жөнөтөт. Если дарылоо, фумигация керек болсо, фумигацияларын жасап туруп, акт свидетельства экспертизы под карантинной продукции түзүлөт. Анын негизинде сиздерге фитосанитарный сертификат берилет. Фитосанитарный сертификатка эң важный документ – это импортно-карантинное разрешение Узбекистана. Любая продукция растительного происхождения должна получить разрешение, прежде чем будет возиться в Республику Узбекистан. Также, повторюсь, импортно-карантинное разрешение в Республике Узбекистан. Ваш клиент в Узбекистане, то есть импортер товаров, вы являетесь экспортером, ваш клиент является импортером. Он должен обратиться в узглав госкарантин с заявлением о предстоящей покупке товаров от страны экспортера. То есть от вас яблоки, жаңгак, дагы чернослив келет болсо, ал бүт заявлениелерин тактап, мындай продукция келет, мындай партия, мындай машинада деп заявление берет. Анын негизинде импортно-карантинное разрешение каралат. Же берилет, же берилбейт. 3 күнүн ичинде ал маалымат так болуп, сиздин импортеруңузга жана кайсы пункт пропуска, кайсы посттон өтө турган болсо, ошол жака автоматизированный система менен биргеликте келет. Ошонун негизинде сиздер уже спокойно можете получить фитосанитарный сертификат. Фитосанитарный сертификат алгандан кийин сиздер торгово-промышленный палатага кайрыласыздар. Аларда 3 күнүн ичинде карап беришет сертификат о происхождении товаров. Алар акт осмотра түзөт,
отбор проб и образцов кылат, действительно бүт доказательная базаны алыш керек, что действительно этот товар произведен на территории Кыргызской Республики, да, или добыт. Ошонун негизинде акт досмотра түзүлгөндөн кийин алар сиздерге сертификат происхождения берет. Сертификат происхождения алганыңыздан кийин сиздер Центр метрологии стандартизации деген организация бар Кыргызстанда, аларга кайрылып сиздер декларация о соответствии товаров алыш керексиздер. Өзүңүздөрдүн продукцияңыздарга декларация о соответствии алыш үчүн сиздер заявление, товаротранспортный накладной, счет фактура, контрактыңыздарды, анан ошол именно азыр растительное происхождение боюнча айтып кетип атабыз, фитосанитарный сертификатты деле кошуп копиясын бериш керексиздер. Ошонун негизинде отбор проб образцов болот, аны аккредитованный реестрде турган лабораторияга жөнөтүлөт. Ал анализ алынгандан кийин, результаттары чыккандан кийин сиздерге декларация о соответствии берилет. Ушул 3 документ до таможни: декларация о соответствии, сертификат происхождения товаров и фитосанитарный сертификат. Бүт областной управлениелерде бүтө турган документтер. Андан кийин сиздер барып, Ошто болсо Оштун таможнясына, Баткенде болсо Баткендин таможнясына, Бишкекте болсо Бишкектик таможняга барып кайрыласыздар. Бүт документтер, биринчи сиздин действиеңиздер бул сиздер заявлениеңиз, сиздердин контрактыңыз, ваше свидетельство о регистрации вашей организации, то есть ОСО или ИП как индивидуальный предприниматель, и справка об отсутствии задолженности в налоговых органах Кыргызской Республики. Справканы алып туруп, ошолордун баарын тиркеп бересиздер. Ал документтин негизинде сиздер таможенный орган лицевой счетко кошот. То есть лицевой счетко киргенден кийин сиздер уже спокойно можете проводить действия в сфере таможенного дела. Следующий шаг – это тоже подача документов, свидетельства о регистрации, устав организации, ваш контракт и справку об отсутствии задолженности вы предоставляете в отдел таможенного контроля. И эту же папку, копии этих же документов предоставляете вместо таможенного оформления. Для чего я это говорю? Чтобы у вас никаких моментов не возникало, что этого документа нет, этот принесите, вот этот документ добавьте. Дебей турган кылып, сиздер ушу пошаговый инструкциями кете берсеңиздер, эч кандай препятствия, проблема сизде жаралбайт. Анын документтерди тактагандан кийин уже сиздер непосредственно таможня терминалга барасыздар. Өзүңүздүн жууңуздөр менен же жууңуздөр, например, Ошто оформление кылып атсаңыздар, складыңыз Ошто болсо, полный документтерди алып таможняга кайрыласыздар, таможенный органга барып, бүт оригинал документтериңиздерди бересиз. До этого мы взяли фитосанитарный сертификат, декларацию о соответствии и сертификат происхождения. Сиздерден кете турган документ: счет фактура, контракт, товаротранспортный накладноолор. Ошонун негизинде сиздер таможенный органга предоставлять этесиз. Таможня ал документтерди текшерип бүткөндөн кийин сиздерди декларантка жөнөтөт. То есть таможенный представитель. Раньше говорили таможенный брокер, который вам создает электронную копию, электронный идентификатор пакета товаров на основании всех ваших предоставленных сведений и документов. Они рассчитывают, какой платеж должны вы оплатить. Алар предварительный информация катары чыгарып берет, мынанча төлөм болот экен деп. Сиз анын негизинде идентификатор пакеттен алып, бүт документтериңиздерди тактап, кайра таможняга алып келесиздер. Таможня текшерип туруп, да, тура, действительно платеж тура эсептелди, мынау документтериңиздер бар экен, коду тура экен, мынау контрактыңыз бар экен дегенден кийин сиздер барып РСК банктан, обычно терминалдарда болот, кассовый отделдер РСК банктын, сразу төлөмүңүздөрдү төлөп, то есть при экспорте без учета вывозной пошлины, основной bizde экспортқа мына сиздер айтылып кеткен товарлар боюнча 0,25% төлөм төлөнөт от стоимости товаров. То есть берите от $1000, это если товар стоит $1000 одна фура, вы оплачиваете $2,5 платежа, да? Ошонун негизинде төлөп келгениңизден кийин таможенный орган назначает досмотр товаров или таможенный осмотр товаров в терминале. Сиздердин бүт берген документтериңизге жараша, действительно соответствует ли ваш картофель это будет, или грецкий орех будет, или чернослив, действительно ли он соответствует всем требованиям, и сведения о заявленных вами товарах соответствуют товаросопроводительным документам, то без никаких вопросов
ваше автотранспортное средство пломба коюлуп туруп, машинаңыздар экспортқа даяр болуп, старший инспектор по оформлению оформляет вашу декларацию на товары, вам дает 3 экземпляра, один экземпляр остается в таможенных органах, 1 экземпляр вам выдается и 1 экземпляр для экспорта в Республику Узбекистан. Ошол документы негизинде бүт экспорт маселеси каралат да. Ан таможенный осмотр, таможенный досмотрды айтып кетейин. Ал бүткөндөн кийин, как форма таможенного контроля, сиздерге 2 экземпляр берилет да, составляется в 2 экземплярах акт таможенного осмотра и досмотра товаров. Один вручается вам, декларанту, то есть вы являетесь декларантом да, товаров, как хозяин товара или доверенное лицо, а один в таможенных органах остается. Ошон негизинде сиздин машинаңыздар терминалдан чыгып декларация на товары төлөмдөрдү кылгандан кийин декларация на товарын алып туруп постко жөнөтүп машинаңыз Достуктан болобу, Кызылкиядан болобу чыгып кеткен Өзбекстанга. Постко баргандан кийин сиздин водителиңиздер биринчи первичный пограничный контроль өтүшөт. Пограничный контроль өтүп бүткөндөн кийин бүт службаларга, контролирующий органдарга да, эми касаемо водительских, там международной перевозки, это транспортный контроль организациядан өтөт да, государственная службанан. Касаемо именно подконтрольных товаров, на основании вот фитосанитарного сертификата, если это у вас овощи, фрукты и сухофрукты, вы должны обязательно предоставить фитосанитарный сертификат должностному лицу фитосанитарной инспекции на пункте пропуска. Он проверяет сведения фитосанитарного сертификата, проводит какой-либо, может быть, визуальный осмотр в отношении транспортного средства и товаров и ставит штамп о том, что вывоз разрешен. Ал бүткөндөн кийин силер, если у вас готовая продукция, тоже обращайтесь в санитарно-карантинный пункт на пункте пропуска, это санэпидемнадзор, на основании вашего протокола испытаний, то есть декларация соответствия алыштын алдында протокол испытаний болот, ошонун негизинде сиздердин документтериңиздерди регистрация кылып туруп, ошол процедурасын бүтүрөт. Адан кийин силер пункт пропускада таможняга кайрыласыздар. Бүт службаларды өткөндөн кийин таможняга келип бүт документтериңиздерди бересиздер. Инвойс, счет фактура, контракт, бүт касаемо вашей декларация на товары да. Ошонун негизинде таможенный орган өзүндө регистрация кылып, фактически вывоз, действительно ушул товарыңыздар проходит эту границу и пересекает границу и экспортируется в Узбекистан деп печать басып берет о прохождении груза. Ошонун негизинде силер пограничный контроль өтүп, водителиңиздер паспортный контроль, и спокойно вы покидаете территорию Кыргызстана. Бүт экспортка коюлчу товарлар обладают статусом товаров Союза. Но как вы только зарегистрируете таможенную декларацию на экспорт, они утрачивают статус товаров Союза. То есть отечественный товар эмес, уже иностранный товар болуп калат да. Ошол статус менен Өзбекстанга чыгат. Өзбекстанга машинаңыздар чыккандан кийин, бая ранее айтып кеткендей, ваш покупатель, импортер должен получить предварительную информацию. То есть он должен предоставить сведения о том, что в его адрес от вас, экспортера из Кыргызстана, идет такое-то автотранспортное средство с таким-то товаром деп туруп информация берет. Ошол информация берилгенден кийин универсальный код берилет. Ошол коддун негизинде сиздин покупателиңиз, импортер, товарды Өзбекстан территориясына алып кирет. На пункте пропуска в Республике Узбекистан проводятся различные формы таможенного контроля в виде таможенный досмотр болот, осмотр болот, ачып карайт, сыртынан карайт, бүт текшерип бүткөндөн кийин фитосанитарный инспектор на пункте пропуска первичный контроль кылат. Текшерип, да, действительно ушундай товар экен, картошкабы, жер жаңгакпы, черносливпи, шиповникпи, ошолорду действительно ушундай товар экен, сертификат берилиптир, мындай фумигациялар өтүптүр, мындай процедуралар болуптур деп печать ВОЗ разрешен деп печать басып берет. Ошонун негизинде уже сиздер спокойно таможенный контроль өткөнүңүздөрдөн кийин, документтер бүт регистрация болгондон кийин сиздин автоунааңыз товарлары менен таможенный терминалга жөнөтүлөт Өзбекстанга. Таможенный терминалга барганда бүт процедуралар өтөт. То есть вы также проводите, таможенные органы Узбекистана проводят таможенный контроль в виде таможенного осмотра или досмотра товаров, проверка документов и сведений, заявленные вами, действительно ли соответствует товар, барын
тактагандан кийин бүт төлөмдөрдү төлөйсүздөр. То есть Өзбекстанда бизде НДС 12% болсо, Өзбекстанда НДС 15%. НДСте уже процедура, в Узбекистане уже процедура импорт болуп кетет. Импортка уже свои такие особенности импорта есть товаров, и оплата тоже соответствующая этой процедуре. Ошентип эч кандай проблема болбойт. Фитосанитарный контроль өткөнү. Также касаемо молочной продукции, мяса, мясных изделий, живых животных, это уже продукция подконтрольная ветеринарной службе. То есть до этого мы сказали, то, что продукция растительного происхождения – это фитосанитарный контроль, а здесь уже вы непосредственно должны будете получить ветеринарное свидетельство на экспорт. Также вы обращаетесь в Государственную инспекцию по ветеринарной безопасности для начала. При экспорте мяса, молока, живых животных, также меда, вы должны получить ветсвидетельство на экспорт. Да? Это форма 1 – живые животные, форма 2 – это продукция животного происхождения, форма 3 – это корма, шкуры и так далее. На основании ветсвидетельства, для получения ветсвидетельства, так же, как и связано с товаров растительного происхождения, то есть растительные чыгарам дегенде, знайте, что вам нужен обязательно ИКР, импортно-карантинное разрешение, ветеринарная продукция чыгарам десеңиздер, ветеринарное разрешение Республики Узбекистан керек. Бизден азырына 2-3 ай болуп калды на живые животные и на товары животного происхождения. Раньше вы должны были получить сначала обратиться с заявлением на имя главного ветеринарного врача Кыргызской Республики для получения в первую очередь разрешения на вывоз, то есть на экспорт подконтрольных товаров. Ал нерсени азыр жоюп в целях поддержки предпринимателей и улучшения, увеличения экспортного потенциала ал документы на вывоз третьей страны жок кылды. На пространстве ЕС ал разрешение калган. То есть ошол ветсвидетельствонун алыштын алдында сиздер заявка бересиздер, акт проб и образцов болот, любую аккредитованную лабораторию отправляется, акт осмотра. Касаемо живых животных, бияқта специфика бар. С живой животныйларды экспорттоонун алдында частный ветеринар, ошо сиздердин квартальный ветеринарлар болот участоктарда, ошолор ветеринарное свидетельство формы 1А деген берет. Ошонун негизинде уже ветеринарный инспекцияга кайрыласыздар. И сөзсүз кайталанып кетейин, ветеринарное разрешение Республики Узбекистан вы должны приложить. То есть ваш импортер, как порядок получения, также в течение 3 дней можно получить, но в случае, если вы экспортируете живой скот, то есть крупнорогатый скот, мал чыгарасыздарбы, койду экспорт кыласыздарбы, Өзбекстанда не менее чем за 2 месяца ваш клиент должен обратиться с заявлением в ветеринарную службу Узбекистана. Потому что бывают случаи, когда почему 2 месяца для получения ветеринарного разрешения на ввоз товаров ветеринарный врач из Республики Узбекистан келип текшерип кетиши мүмкүн экен, келип как проходит карантин. Запомните, очень важно при экспорте живых животных ваши живые животные должны содержаться в карантинной зоне не менее 21 дня. Это требование межправ соглашения в области ветеринарии, выдачи ветеринарных разрешений, ветеринарных свидетельств и ветеринарных сертификатов, которое было подписано в Ташкенте от 1998 года. Вся эта нормативка, я думаю, сотрудники USAID поддержат и уже в точечном порядке вам вышлют какие-то дополнительные презентации, да, может быть, какие-то дополнительные справочники, чтобы у вас под рукой был, как правильно экспортировать товар, какие документы вам нужно уже подробно, как я сейчас рассказывал в устном формате, также вы можете просмотреть это визуально и запомнить, да, у вас будет такой справочник своего рода. Ветеринарное свидетельство алгандан кейін продукцияға мед болу, бал болу, молочный продукция болу, эт болу, эт азыктары болу, анан живые животные, да, уй, мал, мал, койлорду чыгарам десеңиздер, обязательно запомните, сначала нужно получить ветеринарное свидетельство на экспорт. Ал документиңиздер
На пункте пропуска, там, где вы выезжаете, должностное лицо ветеринарного контроля регистрирует ваше ветеринарное свидетельство и на основании ветеринарного свидетельства выписывает вам ветеринарный сертификат. Ветеринарный сертификат – это уже международный документ, на основании которого вы беспрепятственно уже вывозите товар в Республику Узбекистан. Я думаю, подробно рассказал по подконтрольных товаров ветеринарии и фитосанитарных контрольных товаров, да? Еще вопросы, да? 2 минуты, оказывается, вот осталось до окончания нашей консультации. Если какие-либо вопросы есть, вы можете задавать. Постараюсь точно ответить еще. Я вот до этого вопрос видел касаемо списков освобожденных от НДС продукции в Республике Узбекистан, да, Данил? Да. Это уже в соглашениях в соглашениях Республики Узбекистан. Каждый на своем уровне государства выпускает согласно постановлению. Любое освобождение от НДС, от каких-либо предоставления льгот, преференций в таможенном плане, от уплаты таможенных платежей и так далее, все они расписаны в различных постановлениях правительства уже непосредственно Республики Узбекистан. Я постараюсь тоже вам в письменном виде какую-то информацию по ссылкой, может, на нормативный акт скинуть, да, в качестве дополнительной информации, чтобы вы увидели, какие виды товаров и продукции освобождаются и так далее, и так далее. Благодарю вас за вопросы. Очень много интересных вопросов было. Еще будем сотрудничать, я надеюсь, и будем консультировать. В любое время можете обращаться по этому поводу. Также в проект USAID Агросода, также и ко мне. Меня зовут Рахманов Чингис, я являюсь консультантом по вопросам таможенных процедур. И постараюсь вам максимально дать внятный ответ. Благодарю за содействие, то, что слушали, и думаю, я был услышан вами. И надеюсь, то, что дал какую-либо дополнительную информацию, чтобы она вам была максимально полезной для вашего экспорта. Благодарю вас, спасибо за внимание. До скорых встреч, да? На этом завершаем наш прямой эфир. Он будет сохранен, и вы можете какие-то моменты еще посмотреть. Спасибо вам большое. Всего доброго.